У мяне была трошачку нават смешная сітуацыя. Я прыйшла да стаматолага і кажу: у мяне баляць зубы. А яна кажа: не, у вас стрэс. Я кажу: паверце, мне баляць зубы. Я кажу: у вас зубы баляць ад стрэса. І тады я толькі зразумела, што то, што вось тут, яно уплывае, ну, падаецца, як могуць балець зубы ад стрэса. Яна мне потым патлумачыла, што вось мне я ночы так моцна сціскаю сківіцы, што мне пачынае балець. І я пабачыла потым у фэйсбуку, вось Светлана Куст таксама пісала пра тое, што яна цяпер спіць у капе. Вось што это? Ці это такая з'ява насамрэч можа быць? Да, конечно. Но дело в том, что организм и психика – это единое целое. Мгм. Мы привыкли всегда, или нас учили так делить, да, здоровье одно, а психика это другое. На самом деле все очень взаимозависимо. Ну, не надо далеко ходить, могу привести пример. Если у вас плохое настроение, вообще настроения нет, да, или вы испытываете какой-то стресс, там длительно у вас вечно что-то болит, Это например. так. Или когда у вас что-то начинает болеть, что у вас с настроением? У вас Дакладна. плохое настроение или наоборот. Добры дзень, паважаныя гледачы і глядачкі. Гэта праграма трэба пагаварыць, і мы сёння абмяркуем стрэс і як даць яму рады. Натуральна, што за апошнія гады стрэсу стала не менш, а толькі больш, але мы паспрабуем разабрацца, што это за з'ява і што рабіць, каб сябе падтрымаць. Пагаварым пра гэта з крызісным псіхолагам Аленай Грибановай. Добры дзень. Добрый день. Ну, у 2020 годзе, асабліва вось жнівень і наступны некалькі месяцаў, нават калі вось быў такі выбух грамадскай актыўнасці, это быў востры стрэс. Ну, то бок, мне падаецца, не ў залежнасці ад таго, на якім ты баку, вот гэтыя падзеянні, яны выклікалі стрэс, так? Да, Востры стрэс, ён конечно. можа цягнуцца месяц, ці это вось менавіта дзень? Да, я бы тут все-таки не говорила о коллективном стрессе, Окей. потому что стресс – это такое явление больше индивидуальное. Я говорила бы о коллективном кризисе. Знаете, вот кризис, да? Кризис, как и стресс, в принципе, чем они похожи? Он имеет такой вот вид, такой гиперболы. И начинается всегда начало, да, любого там кризисного события с определенной фазы, например, фаза возбуждения, да, когда вот этот график идет вверх. В этой фазе люди начинают сплачиваться, люди начинают понимать, что есть какая-то угроза, что этой угрозе надо противостоять. Лучше, если противостоять вместе, да, вот первый этап. Этот этап, как правило, такой по длительности небольшой, то есть от нескольких дней до нескольких 2-3 недель. Так? Именно в этом этапе начинают формироваться иллюзорные представления, как быстро все можно поменять. Этот этап в Беларуси совпал с ковидной кампанией, ведь на самом деле очень много людей включилось в волонтерское движение, потому что власть ничего не делали. Следующий этап – это вот верхушечка, да, вот это вот холмика, это начинается такая фаза, называется героическая фаза социального такого вот кризиса, да, травматического, когда люди еще больше объединяются. Калі ўжо бачны Они вынік, напэўна, надеются и верят, да, то есть иллюзии вот эти расцветают, люди объединяются, им кажется, что вот сейчас мы соберемся вместе, и мы все решим, и все это очень быстро, все это произойдет, она длится, ну, от нескольких месяцев до полгода. Так. И совпадает, как правило, совпало с выходами, с маршами, да, вот люди выходили мирно и верили свято, что если мы покажем, что нас так много, да, что вот и все нас поймут, и нас примут. И, соответственно, следующая фаза – это фаза разочарования, когда вот график пошел вниз. Она может длиться до нескольких лет, от 1 года до нескольких лет. И характеризуется таким депрессивным состоянием, да, характеризуется там спадом всей активности. После этой депрессивной фазы наступает фаза восстановления, когда каждый человек начинает
думать, что вот я сижу на дне, и мне здесь очень плохо. Что же я могу сделать для себя, чтобы из этого дна выкарабкаться? И начинают брать ответственность за себя на свою жизнь. И этих людей становится все больше, и формируется такая вот прогрессивная общность, да, которая как бы своим примером успешности, не болезни, не травмы, а успешности, они притягивают к себе остальных людей. И происходят тогда некие изменения в какой-то структуре, например, в обществе. И когда вот я спрашиваю часто у многих на семинарах на своих или на занятиях, как вы думаете, какая вот самая для белорусов была важная фаза из всех этих перечисленных? И мне многие говорят, наверное, когда мы на марши выходили. Я говорю, вы знаете, да, может быть, но смотрите, когда вы выходили на марши, вам же было и так хорошо. Вы испытывали эустресс. То Это есть вы правда. испытывали, и когда вы испытывали этот стресс, да, у вас было такой вот душевный подъем. Нет, головой, конечно, вы понимали, что надо что-то поменять, но это завтра. Это не сейчас. Сейчас я вышел, столько светлых лиц, столько красивых людей, да, как-то все собрались, все вместе, класс. Так вот, на самом деле, только тогда, когда человеку плохо, только тогда он думает, что я могу сделать, чтобы мне было хорошо. То бок цяпер гэты самы галоўны Ну, перыяд цяпер. да, то есть получается, что самый важный, самый такой требующий от белорусов, да, от белорусского гражданского общества некий период, это период вот этой депрессии, который, конечно, сопровождается последствиями тех травматических событий, которые с многими произошли именно насильственных действий в отношении людей, да, или угрозы там, тюремного заключения, или насильственных действий в отношении их близких. Безусловно, это все еще в копилочку. Пусть вот этот вот фрустрация, ожидание, что такое, да, вот когда я жду, что что-то поменяется, смотрю в телефон, а мне не поменялось, да. И Стала я горш. сам, да, и Так. я сам как бы подпитываю этот свой стресс хронический, вот это вот тщетными ожиданиями, что оно вот по щучьему велению, по моему хотению все это произойдет. То бок ці я слушна разумею, што цяпер тое, што мы все перажываем, не ў залежнасці там за мяжой у Беларусі, это працяглы стресс хранічны, так? Так, но он же может у некоторых людей еще дополняться травматическим стрессом. Те, которые находятся внутри Беларуси. Люди, они не чувствуют себя в безопасности. В любой момент могут прийти, там, залаять в социальные сети, арестовать. И это уже будет, кроме хронического стресса, это уже будет острый травматический стресс. Соответственно, два в одном. Это выбуховы стрэсавы коктейль сапраўдны тое, што вы апісваеце. І я хачу папрасіць далучыцца да нашай размовы Аліну Горную, чалавека, якая перажыла, падаецца, ўсе віды стрэса. Яна 2,5 гады пражыла ў падполлі ў Беларусі, калі іх шукалі спецслужбы. Яна перажыла цяжарнасць і нараджала вось у такіх складаных умовах. Таксама іх сям'я была абрабаваная падчас таго, калі яны ўжо пераязджалі з месца на месца. І потым яшчэ і эвакуацыя. Цяпер Аліна ў бяспецы, я запрашаю яе падзяліцца сваім досведам. Аліна, у вашай сям'і такая гісторыя, што я ўвогуле вельмі шчаслівая, што зараз ты тут знаходзішся жывая, збольшага здаровая. Раскажы, калі ласка, 2,5 гады жыцця ў такім падполлі, такі доўгі і даволі складаны час. Як вы яго перажывалі? Як это давалася вам эмацыйна? Ну, вядома, што гэта было няпроста. Спачатку чамусьці было прасцей, а пасля проста стомленасць пачала назапашвацца, пачаліся праблемы, у тым ліку са сном. Бо зразумела, што такі доўгі стрэс, ён не праходзіць без наступстваў. Але ў нас была вельмі высокая матывацыя. Мы хацелі заставацца, хацелі дапамагаць сваёй краіне. І наша сістэма каштоўнасцяў, яна пабудавана такім чынам, што наша асабістая бяспека там была не на першым месцы. Я проста бачу, вось нават недавно
было затрыманне ў музыкаў з Нізкіс, і я бачыла гэтыя пасты, дзе людзі проста не разумеюць, што бываюць іншыя каштоўнасці. Вось, і мае каштоўнасці таксама яны такія. І таму гэта перажывалася адносна, ну, наколькі гэта можна ў такой сітуацыі сказаць, што нармальна. То бок мы ведалі, навошта нам гэта патрэбна, у нас была матывацыя, але вядома, што мы стамляліся вельмі. Стресс — это же не только история про тое, что вось табе страшна, ці балюча, ці пастаянны стан небяспекі, а это яшчэ і як вынік пэўнай хваробы. Ты можаш распавесці, ці адбілася на тваім фізічным стане тое, што вы жылі ў такім моцным стрэсе? Ну, вядома, так. Таму што, ну, па-першае, проста з-за гэтага стрэсу у меня да гэтага часу праблемы са сном не вырашыліся. І вядома, што калі ты мала спіш, то ўсё астатняе жыццё яно церпіць ад гэтага. Па-другое, у мяне былі розныя фізічныя праблемы, звязаныя вось менавіта з гэтым стрэсам, з адсутнасцю сна. Зараз стала крыху лепей, але таксама. Калі мала спіш, там, напрыклад, з'яўляюцца ацёкі. Або, напрыклад, ты проста ўвогуле не можаш заснуць. У мяне бываюць такія ночы, калі я проста кладуся увечары, і ранкам падымаюся, і я не змагла заснуць. Ты казала, што назапашваецца стомленасць. А ты можаш апісаць, як гэта адбываецца? То бок гэта ж натуральна не за адзін дзень. Пасля 20-го году я пачала разумець, што некаторыя дні я проста не магу нічога рабіць. Зусім. То бок ежу нават прыгатаваць. Таму што вельмі шмат раблю іншага і жыву такім жыццём, што, ну, вось у кожнага чалавека ў жыцці ёсць нейкі расклад, напэўна, ну, мінімальны. Там, напрыклад, калі там устаць, калі там пайсці на працу, калі там прыгатаваць ежу. Я да 20-го году, як бы, у мяне была там і праца, і грамадская дзейнасць, і шмат нейкіх цікавых творчых рэчаў. У мяне не было такога раскладу. І для мяне тады гэта было нормай. А калі пачаліся вось такія масавыя рэпрэсіі, для мяне гэта стала не нормай, і я проста зразумела, што няма ніякай апоры у мяне, і проста стала вельмі цяжка нешта рабіць, і нейкія простыя рэчы патрабавалі шмат высілкаў. Але пасля я аднаўлялася і працягвала там нечым займацца. Ну і калі мы пачалі вось жыць у такім стане, што мы ж спачатку не адразу з'ехалі са свайго дому. Мы яшчэ жылі там некалькі месяцаў у такім стане, што да нас увесь час прыходзілі. Я яшчэ тады недавно нарадзіла, і ну, гэта быў стрэс. Увогуле, калі у цябе дома маленькае дзіця, да цябе ўвесь час ломяцца нейкія людзі. І ўсё, я тады зразумела, што я ўжо не магу заставацца тут. Але ў мяне не было думкі з краіны з'язджаць. То бок я хацела яшчэ нешта рабіць. А як ты сябе адчувала ўвесь гэты час? То бок ты сказала, што вось як бы, ну, за 2,5 гады назапасілася вот эта вот стома, уже калі адпусціў адреналін, уже стало цяжка это. А вось такі вось, ведаеш, ну, вот эти 2,5 гады вашага такога падполля, там же адбылося у вас і, ну, вот это калі вас знайшлі, і калі суседзі абабралі ваш дом, і потым яшчэ вашыя соседкі прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Вот это, то бок, ці станавілася горш, ці ўжо было настолькі кепска, што нічога не мянялася? Я і да гэтага жыла ў такой Беларусі, проста рэпрэсіі былі, яны былі не такімі масавымі, і ў мяне паняцце нормы, яно такое крыху не супадае з паняццем нормы іншых людзей. І першы год мне было адносна нескладана. Я пасля ўжо пачала разумець, што нешта не так, што сон ужо зусім ніякі, што я сябе пачуваю не вельмі. І я тады звярнулася да псіхатэрапеўта, прайшла курс псіхатэрапіі, і мне стала крыху лепш. Я разабралася, ну, дзе я магу на нешта ўплываць, дзе не магу. Неяк не так моцна прымала там да сэрца навіны. Ну і пасля зноў яно крыху назапасілася, і зноў мне спатрэбіўся курс. Я зноў яго праходзіла. А сам ад'езд, ты можаш узгадаць, як вы это эмацыйна перажылі? То бок зразумела, што для вас было прынцыповым быць як мага даўжэй в Беларусі, і я думаю, што прыняць это рашэнне было суперскладана. Можаш апісаць это? Яно было суперскладана, але, ну, напэўна, мне дапамагла псіхатэрапія таксама, бо я пачала разумець, што насамрэч не будзе з мяне, напэўна, шмат карысці ў Беларусі, калі я буду ў такім стане. Што лепш мне як бы нейкі час паклапаціцца пра сябе
і тоді, може бути, я зможу зробити більше. І для своїх дітей, і для своєї країни. Тому не вельми тяжко, ну, особисто для мене, звісно, я хочу бути у Білорусі. Але я розумію, що я зробила правильний вибір. Ну, принаймні, для своїх дітей це докладно. Ну, дякую щиро, що ти поділилася своєю історією. Зичу вам здоров'я і моцно обдимаю вас. Можете описать, что отбывается с человеком, коли он у стрессе? Начнем с того, что стресс – это нормальная реакция организма. Нормальная реакция человека, и человек, в принципе, без стрессов – это не человек, а уже, наверное, труп, потому что каждый человек испытывает стрессы в той или иной степени, по тем или иным причинам, да, то есть это определенная ответная реакция организма в ответ на определенный раздражитель. Стрессы мы испытываем всегда, стрессы могут быть, условно говоря, хорошими и плохими, они называются там эустресс, дистресс, например, вот человек накануне собственной свадьбы будет испытывать стресс, безусловно. И точно так же человек, который оказался свидетелем там, чего-то страшного, например, аварии, или сам, не дай бог, попал в аварию, он тоже будет испытывать стресс. Ну, вообще, 20-21 век – это век стрессов и травматических стрессов, к сожалению. От слова травма, да, травматический стресс. В качестве стрессора всегда выступает некое событие, да, то есть события, которые представляют угрозу жизни, здоровью человека или его близких. Кроме этого, стрессы бывают острые и стрессы бывают хронические, так, то есть такие более... Стрессы бывают, вот это вот, если мы берем длительность стрессов. Почему? Потому что бывает так, что-то произошло, что-то случилось, да, что-то там взорвалось, что-то одномоментное там... что-то Да, такое, да, человек испытывает, или, например, собака укусила, там, или напал кто-то, да, человек испытывает стресс, сильный стресс. А бывает так, что стресс, он, знаете, как маленькими дозами, да, но по чуть-чуть и в течение длительного времени, то это тоже стресс, но он имеет уже более такой хронический характер, как хроническое заболевание. Какие маркеры, что варто уже звертаться по допомогу, то бок, что человек своей нервной системы не вытягивает стресс? Их на самом деле много, но я постараюсь, так как у нас мало времени, все-таки перечислить самые основные, ну хотя бы, чтобы человек понимал, в случае чего, когда надо обращаться к специалисту. Обязательно. Прежде всего, это событие, вот это, например, которое произошло, ну, вот, например, пытки, да, или там ситуация допроса, или ситуация избиения, или задержания, или так далее, она как бы охватывает всю жизнь человека. Вся жизнь человека подчинена этому событию. Он не может выбросить это из головы. Он постоянно это как бы переживает, да. Соответственно, пытается это забыть, но забыть это не может. И, соответственно, появляются определенные такие признаки, как бессонница, то есть стойкие нарушения сна. Или, например, может быть такой низкий фон настроения достаточно длительное время. Например, более 2 недель постоянно низкий эмоциональный фон. Да, у каждого из нас может быть плохое настроение. Ну, там, 2 дня, да, день, 2, или там эпизодически. Ну, потом что-то рассмешит, что-то, да, что-то там как-то так. Перелучится увага. Да, куда-то ты переключишься. А здесь именно говорится вот про такое вот, знаете, вот состояние такой эмоциональной ямы, которое сопровождается чувством безнадежности, безысходности, там, собственной малоценности и так далее. Естественно, какие-то мысли суицидальные, то есть это в первую очередь. Вспышки гнева, которые у человека месте, то, что называется. Происходит несоответственное раздражителю. То есть, знаете, вот как оголенный провод. Так. И человек тоже уже замечает, что не только он там на кого-то 1-2 раза сагрессировал, а это у него уже определенная закономерность. Так? Страхи выходить из дома. Или, например, человек закрывается дома
и сам себе я не буду без надобности даже вот куда-то в магазин или даже вот в самый последний момент. Страх, какие-то появляющиеся там, например, такие фобические страхи, то есть страхи открытого пространства. До этого человек был вроде нормально, да, а сейчас он не может выйти там в торговый центр. Или, например, страхи закрытых помещений. Физиологически боли или неприятные ощущения в области швов хирургических. Повышенный уровень тревоги, да, то есть человек может сидеть, вот чувствует, что он как бы в западне, и он всего боится, да, вот ему хочется куда-то забиться, чтобы его никто не трогал, чтобы у него постоянная тревога, вот она идет вот таким постоянным фоном. На сайте Сусветнай арганізацыі здароўя ёсць аграменная памятка на 200 сторонок, як супрацьдзейнічаць стрэсу. І там такія базавыя парады, то бок ежа, сон і фізічная актыўнасць. Але ці заўжды фізічная актыўнасць – это паратунак? Физическая активность имеет место быть, но физическая активность в каком виде и в каком проявлении. Да? То есть если, например, человек, который имеет признаки посттравматического, депрессивного расстройства, состояния, да, состояние такой посттравматической депрессии, он очень истощен, у него организм истощен, у него истощена эмоционально, истощен, он еще идет в зал спортивный и старается там... Апошний свой ресурс. Да, свой последний ресурс потратить на этот зал или там, например, на бег. То, соответственно, ничего из этого не будет хорошего, он еще больше, более и более вгонит себя в это болезненное состояние. Если ты чувствуешь, что твое состояние, ты с этим не можешь справиться, лучше проконсультируйся. И если там специалист тебе скажет, слушай, ну какая тебе тут физическая нагрузка повышена, гулять? Просто до магазина пешком. Раньше там на машине ездил, сейчас будет другом там 500 метров туда, 500 метров обратно. Отличная физическая активность. По парку погулять, да? Или еще что-то там, или там даже на работу ехать, там одну остановку не доезжать, идти пешком, да? Тоже вполне себе физическая активность. Вы маеце рацыю, што свой стан, лікаваць любы стан фізічнай актыўнасцю, это дакладна не варта. Я ведаю это па сваім досведзе. Я набыла абанемент у спартовую залю, вырашыла, што я буду кожны дзень хадзіць, праз месяц буду стройная, здаровая, праз месяц я ўжо ляжала, рыдала. Таму давайце звернемся да трэнера, чалавека, які можа даць слушныя парады, да эксперта па здароваму ладу жыцця Андрею Ткачову. Добрый дзень, Андрей. Скажи, калі ласка, ці было ў цябе такое, што прыходзілі людзі менавіта з такім запытам, што трэба нейкія фізічныя практыкаванні ці фізічная нагрузка, каб полепшить свой ментальный стан? Да, конечно, это один из основных запросов людей, которые вообще пытаются заниматься какой-то физической активностью, потому что на самом деле есть огромное количество исследований, которые доказывают, что любая физическая активность улучшает и психическое состояние, и способствует выходу из депрессивных состояний, и в целом, конечно же, поднимает настроение. І што ты раіш людзям у такой сітуацыі? То бок з чаго пачаць пачаткоўцам і чаго дакладна не варта рабіць? Самое важное — это, конечно же, выбрать тот вид физической активности, который приносит удовольствие. Потому что если вы и так пребываете в стрессе, добавляете еще больше стресса и страданий, занимаясь той активностью, которая вам не приносит удовольствия, это бессмысленно, и это не улучшит, а наоборот ухудшит ваше состояние. Я могу привести конкретные примеры. Давай. Это когда люди не любят просто заниматься в тренажерном зале, но вот эта мода на качалки, они думают, что вот сейчас мы придем в зал, все сразу улучшится. Нифига подобное. Если вы не получаете от этого удовольствия, то, естественно, ваше состояние, наоборот, только ухудшится.
Я просто по твоих розповідах я зрозуміла, що я собрала флеш-рояль. Я ненавижу качалку, пыталась убежать від депресії. Думаю, чому мені не подобається спорт? Напевно, я просто такий чоловік кривий. Слухай, а ти сам практикуєш які фізичні, ну, не ведаю, може бути, гульні, ці качалку, ці щось інше, каб чистити собі мозги? Да, конечно, я стараюсь на ежедневной основе делать, во-первых, зарядку, это очень помогает. Тут еще важно сделать это ежедневной рутиной. Угу. Не относиться к этому как к какому-то подвигу или событию, как вот, знаете, люди Знаю. ходят там, вот, Так і роблю. замаливают грехи в тренажерный зал 3 раза в неделю и прям вот делают из этого какой-то подвиг. Это должно стать просто ежедневной рутиной, как чистка зубов, там, сходить в душ, поесть. То же самое, есть какой-то набор физических упражнений, которые можно выполнять, например, дома. Там зарядка, разминка, какие-то растяжки, упражнения на мобильность и так далее. Вот это будет гораздо более эффективно, чем если вы будете 3 раза в неделю ходить в тренажерный зал и страдать. Ти чоловік, який живе вже не один год у стресі. Скажіть, атрымалася у тебе випрацювати нейкі, ну не ведаю, набор першої допомоги, що коли ти розумієш, що тебе вже поднакриває, що тісне, ти це робиш? Да, к сожалению, так получается, что последние, наверное, уже 3,5, а то, может быть, и 4 года я живу в таком достаточно жестком стрессе, начиная там с весны 2020 года, когда началась кампания «Байковид», ну и дальше ничего хорошего, скажем так, не происходило. У меня есть разные периоды. В разные периоды я чувствую в себе разную способность какой-то физической активности. То есть бывает такое, что просто хочется лежать и не двигаться, просто вообще ничего не делать, и приходится физически заставлять себя просто встать с кровати и хотя бы просто пройтись. То есть можно начинать там с разных уровней. Вот просто заставить себя встать, выйти и походить там час-два просто по улице, сменить картинку, сменить обстановку, заставить свой мозг немножечко по-другому начать работать. Это уже помогает. Ну и так по нарастающей. И в целом физическая активность — это, пожалуй, то, что вообще в принципе за эти там 3,5-4 года позволяет мне окончательно не поехать кукухой и сохранить какую-то работоспособность. Щиро дякую, Андрій, що поділився своїм досвідом. До совіті. Алена, стресс – это конец? Это завжди про щось кепское? Конечно, нет. Мне посчастливилось поработать в Чернобыльской программе, и мы с коллегами изучали отдаленные последствия Чернобыльской аварии для тех людей, которые пострадали от Чернобыльской аварии, вот были отселенцами или переселенцами, или ликвидаторами. Мы изучали, как после 20 лет Чернобыльской аварии эти люди преодолевали, справлялись или не справлялись вот с этой ситуацией, которая была после взрыва. И мы провели исследование, мониторинг, и нам результаты мониторинга надо было сравнить не с результатами, которые проводились, например, в Украине или в России, то есть это близкие по менталитету страны, а с какими-то результатами, которые совершенно далеки по менталитету от нашей страны, да? Но с той страной, у которой была похожая ситуация. И какая это страна? Это Япония. И первое, что меня поразило, вот меня как человека, это законодательная база. В законодательной базе Беларуси люди, которые жили на этих территориях, там отселенцы, переселенцы, они называются лица, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Так. Это законодательная формулировка. В Японии они называются совершенно по-другому. Они называются лица, преодолевшие последствия ядерного взрыва Хиросима-Нагасаки. Лица, преодолевшие последствия взрыва на атомной станции Фукусима. Одни и те же люди. Угу. Но какое разное отношение. Так, это зовсім про інше, конечно. И я верю в том, что вся наша белорусская нация станет преодолевшими, а не пострадавшими.